Шагнуть в мир информационных технологий поможет ингушское сообщество IT-специалистов «Интернет». Оно было создано при поддержке Комитета по делам молодежи. Благодаря альтруизму, увлеченности, за короткий срок и абсолютно бесплатно ребята намерены взрастить плеяду IT-профессионалов. Интернет-сайты, логотипы, приложения. Работы много, и все это можно делать удаленно. Репортаж Адама Мережкова. Элберт Азиев сейчас занимается созданием мобильного приложения, а именно оформлением. На языке айтишников создает дизайн. Он уже успел зарекомендовать себя как опытный IT-специалист. В интернет-пространстве начал работать и зарабатывать с 2007 года. Еще тогда стал собирать команду единомышленников. Обменивались опытом. Так было создано ингушское сообщество IT-специалистов «Интернет». Теперь решили делиться накопленными знаниями и активно вовлекают молодежь в эту сферу через один из самых популярных на сегодня мессенджеров. Мы сделали канал, который называется «Интернет» в Телеграме. И приглашаем подписываться на этот канал. Там каждый из нас, из организаторов этого сообщества, он тратит какое-то время в день. Кто-то пишет статьи для новичков, с чего начать обучение того или иного направления. Мы на YouTube выкладываем различные трансляции, подкасты, батлы. Такой современный тренд, когда два человека в режиме онлайн садится, и ведущий дает какое-то задание, и эти два человека, это может быть программисты или дизайнеры, они выполняют за отведенное время это задание. Сфера IT очень широкая, делятся специалисты. Они работают в разных организациях и компаниях дистанционно. Выполняют заказы, например, по созданию интернет-сайтов и логотипов, программируют приложения, занимаются брендингом. Работа на удаленке сейчас на время эпидситуации как нельзя кстати, поэтому и решили дать молодежи возможность обучиться, притом бесплатно. Конечно, это зависит от упорства, от настроения человека, от того, насколько он это хочет. Но в среднем, по нашему опыту, либо программирование, либо дизайн можно на хороший уровень, при котором тебя будут звать в компании. То есть тебе не надо даже искать работу, тебя будут звать. На такой уровень можно выйти года за 2. Представители профессии IT-специалиста являются востребованными на рынке труда. Джабраил Татриев это понял еще в школе. Тогда он и решил серьезно заняться интернет-технологиями. Я пробовал себя в программировании, но позже интересы немного поменялись, и я ушел в дизайн. Узнал, что есть такое направление, и год за годом начал набирать опыт, продвигаться в этой профессии. В принципе, мне это интересно, и нет такого предела, который ты достиг и можешь считать себя профессионалом. То есть можно бесконечно развиваться. Поддержать инициативу ребят решили представители Комитета по делам молодежи. Оказали не только моральное содействие, но и посильную помощь. Мы решили как-то объединить свои усилия с ними, то есть уже подойти с позиции со стороны власти и посмотреть, чем мы им можем быть полезны, чем мы можем им помочь, потому что есть такие моменты отдельные, когда административный ресурс, который для нас это вещь обычная и простая, она для ребят бывает сложной, то есть к некоторым вещам нет доступа и так далее. И вот сейчас мы начинаем с ними эту работу. Начали мы с самого простого, мы провели с ними прямой эфир, в котором мы просто решили рассказать молодежи республики о том, что это такое, что нужно для того, чтобы начать заниматься этим. И сейчас основная наша цель состоит в том, чтобы как можно больше распространить эту информацию, чтобы как можно большее количество молодых людей нашей республики узнали об этом и решили на то, чтобы уже начать этим заниматься. Они создают новые приложения и реализуют идеи в сети, разрабатывают интересные и полезные программы. В их работе заинтересованы коммерческие структуры и государственные организации. Сейчас, уверенно можно сказать, в скором будущем рынок труда в сфере IT пополнится новыми профи. Адам Мережков, Магомед Белакиев, Новости 24.